Сегодня 7-й день наших учений. И прежде всего я хочу всех вас тепло поприветствовать. Я приветствую монахов и монахинь из монастырей Индии, Непала, Бутана, а также всех людей в центрах Дharмы по всему миру, всех тех, кто слушает эту интернет-трансляцию. Всех вас я тепло приветствую. Сегодня мы будем говорить с вами об Упанишадах. Когда мы смотрим на них с буддистской точки зрения, то мы называем их текстами тиртиков, либо тех, кто занимает крайние, кто имеет крайние взгляды. И в один из дней я кратко рассказал вам о философии в Упанишадах, и сегодня я хотел бы продолжить говорить о философии в Упанишадах. Когда мы говорим о философии в Упанишадах, то мы говорим о философии мира, либо чем является мир. А также о воззрении кармы, причины и результата. И все это мы можем свести к одному вопросу. Позиции, либо взгляды касательно окончательной цели. Что есть окончательной целью? Что есть окончательной целью практики? Окончательная цель практики окончательная цель практики рассматривается в Упанишадах. И это то, к чему мы стремимся для того, чтобы обрести счастье и процветание. И с этой целью нам необходимо реализовать две причины, либо обладать двумя причинами. Итак, конечная цель нашей практики – это либо оставаться в самсаре, продолжать пребывать здесь, в мире, где проявляются вещи, в самсаре. А второе – это достичь дharматы, истинной природы вещей, то, что в Упанишадах называется раствориться в дharмате, либо в истинной природе, сутью. Итак, первое из этих двух называется самсара, а второе называется мокша, освобождение. И так у нас есть два пути, две точки назначения. Мы либо остаемся в самсаре, либо растворяемся в дharмате. Два окончательных результата. И эти две окончательные точки назначения – это то, что отличает неведение от ведения. И отличие между неведением
и ведение, либо осознавание — это знание либо незнание дарматы истинной природы. И поэтому можно сказать, что осознавание — это то, когда мы распознаем вещи, как они есть. Это то, что называется освобождение. Тогда как неведение этого называется самсарой. Само слово самсара, как я уже упоминал, это слово стало широко распространенным в период возникновения Брахман. И в то время, когда появились Упанишады, это воззрение самсары стало очень стабильным, и оно получило большую поддержку. То есть очень многие стали верить в эту концепцию самсары. В особенности, когда возникли Упанишады, философия кармы также получила свое распространение в это время. Карма, что на санскрите означает действие, связана с тем, что является самсара. И объяснение того, чем является карма, оно помогает понять, чем является самсара. Поскольку карма является важным аспектом самсары. Почему? Потому что причина возвращения в самсару, перерождения в самсаре является карма. Именно таким образом самсара и карма неразрывно связаны. Однако понятие самсары в Упанишадах отличается от объяснения в буддизме. В буддизме содержится более широкое описание того, чем является самсара. В Упанишадах это понятие более простое, не такое усложненное. Что объясняется в Упанишадах? Это то, что в силу желаний людей они перерождаются в самсаре. И в силу желания сознание приводится в действие, то есть наша мотивация начинает быть активным, и в результате этого активизируется наша карма, тело и речи. И мы осуществляем поступки тела и речи, и эти поступки определяются сознанием. И в результате этого мы обретаем созревание кармы. Благая ли это карма или неблагая карма, которую мы накапливаем, зависит от того, являются ли поступки, в которые мы вовлекаемся, положительными либо отрицательными. В этой жизни мы переживаем плод поступков, которые мы совершили в прошлых жизнях, а та карма, которую мы накапливаем в этой жизни, ее созревание мы испытаем в будущей жизни. И говорится о том, что самсара — это цикл, нет никакого промежутка между этой жизнью и следующей жизнью. Это беспрерывная череда перерождений, смертей и перерождений. И именно это подразумевается под словом самсара. Поэтому говорится, что мы обращаемся в самсаре в силу кармы. И понятие карма появилось в это время и стало оказывать влияние на то, каким образом описывается вращение в самсаре.
Поскольку если нет понятия кармы, тогда возникнут вопросы, почему мы вращаемся в самсаре. Это вращение, этот круговорот трудно объяснить. В силу кармы мы вращаемся в самсаре, и с помощью кармы объясняется этот бесконечный круговорот. Второе, что говорится о самсаре, это то, что самсара является страданием по своей природе, и нам необходимо освободиться от нее. В то время, как мы пребываем в самсаре, мы испытываем беспрерывное страдание. Это океан страданий, которому нет конца и края. И поэтому самсара — это то, от чего нам нужно освободиться. Это то, что нам следует устранить. Итак, самсара — это океан страданий. И вместо того, чтобы пытаться оставаться в самсаре, нам следует пытаться освободиться из нее. И по этой причине появилась идея о том, что необходимо отречение, отвращение от самсары. Что такое отвращение, либо отречение? Поскольку самсара является страданием по своей природе, мы стремимся избежать ее, убежать от нее. Мы чувствуем отвращение к ней и пытаемся освободиться от нее. В собрании текстов Упанишад очень много различных текстов, и в одном из них под названием Брахадарарьяка, в этой Упанишаде под названием Брахадарарьяка Упанишада говорится, в ней описывается атман, либо самость, поскольку это философия Упанишад, она утверждает, что существует я, существует самость, которая называется атман. Итак, в этой Упанишаде говорится, что атман по своей природе бессмертный, а все остальное возникает и исчезает. То есть время, когда возникли Упанишады, эта идея необходимости отречения от самсары широко распространилась. Другой Упанишаде под названием Майтрая Ния Упанишада об этом говорится. Касательно этого говорится, что мир и тело являются страданием по своей природе. И это похоже на то, как и в буддизме мы говорим о том, что внешний мир является страданием, и его наполнение существа испытывает страдания. В этой Майтрая Ния Упанишаде объяснение похоже. И таким образом между взглядом на самсару и необходимостью отречения либо отвращения от самсары существует очень тесная связь. Если мы стремимся освободиться от того, что является страданием по своей природе от самсары, нам следует увидеть, что самсара не является чем-то истинным, и поэтому мы стремимся оставить ее. И такова неразрывная связь между воззрением о самсаре и воззрением об отречении. Если кто-то стремится пересечь океан страдания, то что ему следует?
делать. Говорится, в Упанишадах говорится, что следует пребывать в медитации. Путем медитации обретается просветление, то, что называется освобождением от самсары. Итак, следующее, о чем я буду говорить, это различным воззрением об освобождении. Итак, окончательной целью, конечной целью в Упанишадах является обретение освобождения. И об этом говорится очень ясно. Однако, хотя это довольно очевидно, что необходимо обрести освобождение от страдания сансары, однако каким образом этого достичь? И по этому вопросу было много диспутов. Эти диспуты все касались того, каков метод освобождения от самсары. Это объяснялось разным образом. То есть в том, что касается плода, либо результата, необходимости обретения освобождения, особых противоречий не было, однако в том, каким образом обрести это освобождение, вот это был вопрос, который вызывал много различных дебатов. Изначально идея освобождения не была такой важной, не считалась такой важной. Почему? Это считалось некой бессмысленной целью. Потому что что такое освобождение в первоначальном понимании? Это освобождение от цепи и возможность наслаждаться тем, чем можно наслаждаться. Однако это такое самое первоначальное понимание, которое довольно ограничено. Постепенно идея освобождения развивалась, и она начала связываться с тем, что мы пребываем в темноте заблуждения, неведения, мы охвачены омрачениями, и нам необходимо освободиться от этих омрачений, которые обманывают нас. Нам необходимо освободиться от цепи обманчивых проявлений. Вместо этого пребывать в равновесии в истинной природе Атман. Пребывать в этой природе Атмана в состоянии медитативного равновесия. И поэтому, таким образом, идея освобождения в Упанишадах — это не необходимость отправиться в какую-то новую землю, в другую землю, в которой мы ранее не были. Однако это обретение способа пребывания неразрывно собственной природы. И именно это является освобождением. То есть освобождение — это не какое-то путешествие в другую страну, где нет страданий. То как же тогда можно обрести это освобождение, пребывание в неразрывном осознавании собственной природы, истинной природы? Для этого нам нет необходимости полагаться на какую-то очень сложную, невообразимую практику. Все, что нам нужно сделать, это распознать собственную природу, то, что называется Брахмой. Нам необходимо распознать Брахму, который неразделен с нашей собственной природой. И этого одного достаточно для того, чтобы обрести освобождение. Нам нет нужды делать ничего другого.
И в этом контексте мы говорим об осознавании, том, что на санскрите называется видья. Обычно в нашей повседневной жизни видья может пониматься как обычное знание, знание, которое мы обретаем обычным путем. Однако в этом контексте видья, осознавание, это то, что выходит за любые концепции. Осознавание себя на санскрите называется аттма-видья, тогда как осознавание Брахмы именуется Брахма-видья. И это не обычное изучение мирских вещей. Кроме того, вспомните о том, что в то время активно проводили различные ритуалы и так далее. И в то время появилась идея того, что обычные благие поступки, например, благо такое как воздержание от убийства, лжи и так далее, одного этого недостаточно для того, чтобы достичь освобождения. Поэтому, кроме практики добродетели, нам необходимо практиковать медитативное равновесие для того, чтобы распознать Брахму. Только таким образом мы можем обрести освобождение. Лишь пребывая в истинной природе вещей, мы можем увидеть Брахму. Как об этом говорится в самых Упанишадах. В Упанишадах говорится: «Я кланяюсь Брахме». Либо говорится: «Я кланяюсь осознаванию Брахмы». И это не обычный смысл того, что я кланяюсь Брахме. Значение этой фразы в том, что нам следует преодолеть любые дуальные, двойственные разделения между субъектом и объектом, тем, кто воспринимает и воспринимаемым. Именно об этом говорится здесь. Однако, если мы хотим достичь такого уровня воззрения, где мы выйдем за пределы двойственного восприятия, нам необходимо осуществлять практику. Нам необходимо тренировать свое тело и свой ум. И как же нам следует упражнять свое тело и ум? В Упанишадах учат, что нам не следует пренебрегать обычным благими поступками, благим поведением, созданию блага, практики добродетели, совершения подношений и других. И поэтому Упанишады также учат 5 типам благого поведения, то, что называется 5 типам поведения йоги. Это тапас, аскеза, это щедрость дана, это щедрость арджава, ненасилие ахимса, а также правдивая речь. Это то, что называется 5 благими типами поведения йоги. Позже к этому была добавлена практика ньясы. Ньяса похожа на определенную практику медитации, в которой благословляются отдельные части тела. И говорилось о том, что это также важная практика для обретения освобождения.
потому что благодаря Ньясе мы не будем привязаны, мы ни к чему в мире не будем привязываться, и в результате обращения не смогут закрывать. Все обращения будут умиротворены. Однако, что является наиболее важным, это практика дьяны. Дьяна — это медитативная концентрация. Кроме того, нам необходимо практиковать йогу. И часто практика дьяны и йоги объединяется, что называется дьяна-йога. В особенности, когда мы говорим о дьяна-йоге, то когда дьяна и йога объединяются, то дьяна-йога — это то, что нам следует практиковать по отношению к уму и телу. То есть таким образом мы объединяем силу тела, речи и ума. И таким образом мы можем пребывать в медитации. И похоже, что примерно в середине того времени, когда возникли Упанишады, появился такой сильный интерес к практике дьяны, медитативной концентрации. Все эти практики, которые я только что назвал, всех их следует осуществлять в месте уединения, на берегу реки, в лесу, либо в пещере, где необходимо сесть прямо и сконцентрироваться на дыхании, на вдохах и выдохах, либо медитировать на слоге Ом, который является сутью Брахмы. То, что символизирует Брахму. И тогда все явления будут растворены, и мы можем пребывать в этом состоянии. Благодаря такому медитативному сосредоточению мы будем становиться все ближе и ближе к Брахме. И по мере того, как мы постепенно продвигаемся через стадии практики, наши обращения становятся все более тонкими, и эта дверь к беде, осознаванию станет открытой. Все действия, последствия поступков, то, что мы называем кармой, которые мы накопили с прошлых жизней, все это будет постепенно очищено, и в результате они не созреют в будущих жизнях. И это именно то, как практика описывалась в период Упанишад. Все это корпус этих текстов, которые называются Упанишадами, это очень много текстов, их больше 10. И они, то есть среди всех Упанишад выделяется 10-12 древних Упанишад. И говорится, что в них исследуется философия Вед, и в них содержится утверждение мудрых людей различных традиций того времени. И в Упанишадах содержится много различных и даже противоречивых идей касательно философии, поскольку Упанишады являются утверждениями различных философов того времени. И поэтому может показаться, что Упанишады противоречат друг другу. И похоже, что это свидетельствует о том, что к концу периода создания Упанишад развились различные философские школы.
Затем позднее, в период, либо век философии, причина, по которой возникли различные философские школы, заключалась в том, чтобы преодолеть разногласия по вопросам, философским вопросам, изложенным в Упанишадах. Я думаю, что можно сделать подобное утверждение. И сейчас мы рассмотрели тексты Вед, Брахман и Упанишад. И теперь давайте сравним их. Прежде всего, следует взглянуть, где они возникли и в какое время они возникли. То, что касается места их возникновения, говорится, что Веды появились в Панджабе, на северо-западе Индии. Когда туда пришли арии, тогда появились Веды. Я уже рассказывал об этом. Однако среди Вед есть одна Веда под названием Атарва Веда, последняя из 4 коренных Вед. Говорится, что она возникла в Варанаси. Что касается Упанишад, то говорится, что они возникли на обширной территории севера на юг Индии. А что касается двух великих эпических поэтов Махабараты и Рамаяны, то обе, как Махабарата, так и Рамаяна, появились в Центральной Индии. А наибольшее различие между этими текстами касается воззрений по отношению к богам. Если мы попытаемся упростить это, объяснить это простым языком, то в Ведах боги считаются чем-то внешним. Это то, что является внешним по отношению к нам. И боги являются физическими существами, у них есть форма, и мы делаем подношение этим физическим богам. Однако, что такое внутренний Бог, что такое внутренний истинный Бог, то в Ведах об этом особо не задумывались. Бог считался чем-то внешним. В Брахманах говорится, что хотя внешние боги — это то, что мы используем как некую точку отчета, то внешнюю какую-то опору, а внешние боги не являются истинно внутренним Богом. Истинным Богом является Брахма. И именно эта идея развилась в Упанишадах, что главные подношения делаются внутреннему Богу Брахме, а не внешним богам. Однако, если при этом утверждать, что Веды, Брахманы и Упанишады совершенно различны, почему? Потому что Брахманы объясняют ритуалы, содержащиеся в Ведах, а Упанишады объясняет ту философию, которая содержится в Брахманах, при помощи философии логики. И поэтому между этими тремя типами литературы очень большая сильная связь. Если мы зададимся вопросом, как же они возникли хронологически, то это очень сложный вопрос, на него трудно ответить. Почему? Потому что время
возникновение этих текст пересекается. Иногда в Брахманах встречаются цитаты из Упанишад, и то, как это объясняют индийские ученые, это то, что возникло в более ранний период, как это правильно сказать. Если что-то возникло в ранний период, не означает, что оно является более древним, чем то, что возникло позже. То есть трудно объяснить, но время цикличное, поэтому, возможно, если... Поэтому брахманы, хотя и считается, что они возникли раньше Упанишад, они могли возникнуть в то же время, как Упанишады. Именно так это объясняется. То есть нет какой-то последовательности, что сначала были Веды, после Вед Брахманы, после Брахман Упанишады. Мы не можем выстроить такую череду возникновения. Брахманы появлялись во время создания Вед, и Упанишады возникали во время создания Брахман. То есть они все пересекаются. Конечно, в целом мы говорим, что первый период — это Веды, затем Упанишады, Веды, затем Брахманы, затем Упанишады. Однако мы можем видеть перекрестные упоминания в этих текстах. Конечно, можно сказать, что это позднейшие, более поздние вставки, добавления. Однако, чтобы делать такие утверждения, необходимо больше информации, больше данных. Единственное, что мы можем сказать, что в каждый период один тип литературы обладал наибольшей силой и важностью. К примеру, в ведический период Веды были наиболее важны, брахманические — Брахманы. И в период Упанишады были главным типом литературы, источников. Поэтому единственное, на что мы можем обращать внимание, это что обладала самой главной ролью в тот либо другой период. Нам трудно выстроить их в каком-то хронологическом порядке. И сейчас я хочу рассказать немного о двух великих эпических поэмах. Итак, я немного расскажу о двух великих эпосах. В поздний ведический период не только брахманическая цивилизация не только породила Брахманы и Упанишады, также она породила две великие эпические поэмы. То, что называется двумя великими эпосами. Это очень обширные тексты. Это поэзия, поэтические тексты, которые очень обширны. Эти две эпические поэмы — это то, что является самым влиятельным литературным источником в индийской истории. И также они считаются жемчужинами мировой литературы. И кроме этого имеют очень большую роль для индийской истории, для познания индийской истории. Что это за тексты? Это Махабхарата и Рамаяна. Большинство людей знает
об этих эпических поэмах. Думаю, что вы знаете, что такое Махабарата и Рамаяна. В Индии, в Непале эти два эпоса очень хорошо известны, поэтому я не буду сильно углубляться в этот вопрос, однако вкратце расскажу о них. Первый — это Махабарата. Говорится, что Махабарата насчитывает 74 тысячи стихов. И в этих 74 тысячах строфах содержится 1 миллион 800 слов. И во всем мире Махабарата считается третьей по длине эпической поэмой. А что же является самой длинной эпической поэмой мира? Это наш тибетский эпос о Гесаре из Линга. Нет ничего длиннее эпоса Гесара из Линга. Это самый длинный эпос, самая длинная эпическая поэма в мире. И нет нужды углубляться в том, чем является эпическая поэма о Гесаре. А на втором месте эпическая поэма киргизов и казахов, которая называется эпос Манаса. И этот эпос Манаса на втором месте. Махабарата на третьем месте по своей длине. Когда я говорю, что она такая длинная, возможно, вам трудно это представить. Поэтому давайте я вам скажу, что для того, чтобы прочитать ее, то есть один человек, который будет читать, непрерывно читать Махабарату, у него займет 2 недели, чтобы прочитать весь текст. Таким длинным является этот эпос. Когда этот эпос был записан? Говорится, что он был записан примерно в период с 3 века до нашей эры до 5 века нашей эры. Сказать, что это примерно 1-2 век нашей эры. Ориентировочно говорится именно так. А в целом говорится, что этот период насчитывает примерно 8 веков, с 3 до нашей эры до 5 столетия нашей эры. Именно такое время потребовалось, чтобы сложить Махабарату в письменной форме, записать ее. Какой-то внешний шум появился в трансляции. И если мы говорим, что Махабарата была записана на протяжении 8 столетий, то это говорит о том, что у нее не было одного автора, что многие авторы являются ее создателями. Согласно традиции, говорится, что ее создателем, ее автором является мудрец по имени Вьяса. Вьяса записал, сам Вьяса не записал ее, то есть Вьяса читал ее, а записал ее бог Ганеша. Вы все знаете Ганешу. Это бог со слоновой головой. То есть Ганеша ее записывал, а Вьяса, мудрец Вьяса, диктовал. Это, наверное, вы видите на этой картинке на слайде, как Ганеша записывает, а Вьяса диктует. И это был такой длинный текст,
Поэтому говорится, что Ганеша записал ее в силу своей магической силы. И как Ганеша записал ее. Поскольку у Ганеши голова слона, говорится, что он достал свой правый бивень и использовал ее для того, чтобы записать эту поэму. Именно поэтому на изображениях Ганеши вы видите, что у Ганеши нету правого бивня. Именно по этой причине, то есть у него нету правого бивня, потому что, согласно традиции, он взял свой правый бивень для того, чтобы записать Махабарату. Важным в создании Махабараты является то, что кроме что среди всех многочисленных текстов Махабараты содержится очень популярный текст под названием Бхагавад-гита. Бхагавад-гиту можно сравнить с популярностью с Библией. Гита либо Бхагавад-гита считается основополагающим текстом индуизма. Тибетский ученый Джанан Таранатха перевел гиту, либо часть гиты на тибетский, но этот перевод не дошел до наших дней. В 20 веке Гендун Чобель, тибетский ученый Гендун Чобель, перевел название как Бхагавад-гиты, как чудесная песня Бхагавана, либо божественная великая песня. Говорится, что Махабарата не является полностью переведенной на тибетский. Некоторые части из нее переведены на тибетский. Например, во время жизни 9-го Панчана Ламы, он жил в 20 веке, в то время был известный ученый по имени Засак Ламан Ешицульчи. Говорится, что он написал историю, которая называется «История пяти сыновей Панду». Говорят, что эта история, она как раз основывается на Махабарате. И именно эта история 5 сыновей Панду — это наиболее известная тибетская версия Махабараты. В этой истории 5 сыновей Панду говорится, что его старший сын, которого звали Юдиштира, он управлял царством. И во время его правления началась внутренняя война, борьба между разными родственниками, и поэтому этот старший сын начал чувствовать отвращение к царской власти, оставил свое царство и отправился через горы Гималая в Тибет. Гималая, снежные горы, и в их духовном центре
является гора Кайлаш. То, что в то время считалось землей богов. Поэтому, когда в этой категории литературы говорится о земле богов, то, скорее всего, в виду имеется и Тибет, и гора Кайлаш в нем. Так, этот старший сын Юдиштира отправился именно туда. В Тибете есть определенная традиция говорить о том, что первый тибетский царь Нятри Цемпо был Юдиштирой. Однако такое утверждение сделать тяжело со всей достоверностью. И сейчас давайте поговорим о Рамаяне. Рамаяна является эпической историей царя Рамы. Она короче, в ней 24 тысячи строф. То есть 1/4 от Махабараты — это Рамаяна. Кто создал ее, говорится, что ее автором является Махариши Валмики. И потребовалось примерно 200 лет для того, чтобы записать ее. Примерно с 3-го столетия до нашей эры до 1-го столетия до нашей эры. И, возможно, вам известно о популярной китайской сказке, которая называется «Сказки о путешествиях на Запад». И в этих сказках описывается обезьяна по имени Сун Укунг. Говорится, что эта обезьяна Сун Укунг, этот образ основывается на боге Ханумане, боге обезьяне. И, наверное, давайте на этом прервемся. И после перерыва я продолжу. Перерыв полчаса. Если мы захотим сравнить Махабарату с Рамаяной, то Махабарата рассказывает историю о войне, которая имела место в 13 столетии до нашей эры. И все это происходило в районе вокруг Дели, столицы Индии. И в ней описывается история правителей клана Луны. А Рамаяна описывает события, которые имели место приблизительно в XI веке до нашей эры. И описывает правителей династии Солнца в земле Айодхи. То есть в этих двух эпосах описывается два великих царства в восточной и западной части Центральной Индии того времени. Если вы спросите, переведена ли Рамаяна на тибетский, то перевод Рамаяна на тибетский был обнаружен в пещерах Дунхуана. И это перевод, который был сделан примерно в IX веке, то есть это очень древний перевод. И в XV веке ученик Джея Цинкапы по имени Шангшунг Чобан Джакпо
Он написал длинную поэму, связанную с Рамаяной. Это очень известный в Тибете поэтический эпос, связанный с Рамаяной. Позже, в 20 веке, Гендон Чопель кратко изложил суть содержания Рамаяны. Однако он не закончил эту работу. Этот труд был завершен его учеником Ракрой Тритонгом. Однако, несмотря на эти фрагментарные работы, нет какого-то целого перевода Рамаяны на тибетский. Говорят, что есть перевод с китайского на тибетский Рамаяны, то есть двойной перевод с китайского на тибетский, в котором 7 или 8 книг, однако сам я его не видел, я не смог найти копию этого перевода. И это все, что я хотел бы рассказать об этом. В будущем, если у меня будет такая возможность, я хотел бы рассказать об этом больше. В этих эпических поэмах упоминается о династиях либо кланах Солнца и Луны. Поэтому сейчас я хотел бы немного рассказать об этих двух кланах Солнца и Луны. Эти две династии — это царские линии передачи царской власти. Среди древнеиндийской литературы есть тексты, которые называются Пураны. И это более поздние тексты, которые считаются текстами о событиях прошлого, историческим изложением событий прошлого. И в Пуранах описываются события из истории клана Солнца и клана Луны. В Махабхарате говорится, что у царя по имени Бхарата было два сына, Дhrитарашта и Панду. И между ними был конфликт, кто должен стать наследником правителя Бхараты, отца. И правители государства Касала, они принадлежали к солнечному клану. И среди них был царь Икшваку. И Рамаяна описывает войну между его наследниками. И в Пуранах, древних историях, говорится, что когда Бхарата и Панчала воевали друг с другом, то эта война достигла. Эта война велась с 93-м членом в наследной династии Сурья, Солнца, и 45-м членом наследной династии Сома или Луны. Почему это важно? Почему? Потому что Будда Шакьямуни считается одним из наследников линии солнечного клана Сурья. Именно поэтому одно из имен Будды — это друг Солнцу.
И, конечно, это спорный вопрос, однако есть один комментарий на Прагня Парамиту в 100 тысяч строфах, в котором говорится, что Будда именуется Сурья Вамшей, то есть другом Солнца, либо принадлежащим клану Солнца. Сурья Вамша. И в Ригведе имя Бога Солнца — это Сурья. И поэтому члены семьи Сурья Вамши, это линия династии Сурья, говорится, что они происходят от Бога Сурья, то есть они наследники Бога Сурья, Бога Солнца. И поэтому этот клан, также о нем есть упоминание в древнебуддийских текстах. К примеру, в палийской традиции. В палийском каноне есть текст под названием Сутта Нипата, что означает краткая сутра, краткая сутта. А также Пабаджа Сутта и Пабаджа. И в этих суттах палийского канона описывается о том, как Гаутама отрекается от царства и отправляется из Капилавасту в Шравасти. И в Шравасти он встречается с царем Бимбисары, это правитель Магады. И когда он встречается с царем Бимбисары, Будда говорит: мой предок — это солнце, и моя династия — это клан Солнца. Я родился в семье Шакьев. Я отрекся от царства и отвернулся от своих желаний. То есть в этой сути он говорит, что он происходит из этого солнечного клана, клана Сурья, и родился в семье Шакьев. Именно так утверждается в древнебуддийских текстах. Его семья называется Шаки. Однако эта семья принадлежит клану Солнца, клану Сурья. А эта линия берет свое начало от первого царя под названием Икшваку. Икшваку в переводе на тибетский означает поле сахарного тростника. И Будда родился в династии этого царя Икшваку. И говорится, что этот клан, он изначально занимался земледелием, и поэтому все их имена связаны с сельскохозяйственной деятельностью. И Шаки изначально также занимались сельским хозяйством.
все имена правителей линии Солнца связаны с сельским хозяйством. И это говорит о том, что они изначально занимались сельским хозяйством. И тогда возникает вопрос, принадлежат ли они к касте кшатрия. Возможно, они принадлежат к касте, к более низкой касте. И дело в том, что Шакья, они правили очень маленьким царством. То есть это не было какое-то очень большое и могущественное царство. И они поклонялись Солнцу. То есть главный бог, родовой бог, это был бог Солнца. И в связи с этим японский ученый по имени Миясако Юшу сказал, выдвинул такую гипотезу, что Будда Шакьямуни принадлежал клану Солнца, и он родился в окружении, где поклонялись богиням и главному богу Солнцу. И позднее, когда распространилась Махаяна и тайные мантры, тогда Будда Шакьямуни стал известен как Вайрочна, принадлежащий к семейству Будды Вайрочны под именем Вайрочны. А Вайрочна связан с Солнцем. Поэтому в Махаяне и в особенности в Тантраяне говорится, что Будда Шакьямуни и есть Вайрочна, либо что Вайрочна — это имя Будда Шакьямуни. И причина этого в том, что его исторические корни как раз принадлежат к историческому клану Солнца, клану Сурья. И если мы продолжим. Так, в связи с Махабхаратой и Рамайной я рассказал о двух кланах Солнца и Луны и о том, что Будда принадлежал к клану Солнца, именно поэтому в древних сутрах он называется другом Солнца. И следующее, о чем я хочу говорить, это касты. Причина этого что Будда принадлежит клану Солнца. И как кланы связаны с кастами. В связи с этим нам нужно говорить о кастах Древней Индии. Обычно считается, что Будда принадлежит к касте кшатриев, правителей, воинов. Однако также другие ученые говорят о том, что он не принадлежит к классу кшатриев, а принадлежит к классу вайшьев, тех, кто занимался сельским трудом. И это очень интересный вопрос. И это очень важный вопрос. Почему? Потому что касты были очень важны в Древней Индии. Почему? Потому что касты обеспечивают социальную структуру индийского общества. И эта структура определяется тем, что люди делали, то есть как они обеспечили свою жизнедеятельность, профессию, грубо говоря, чем они занимались. И поэтому без каст невозможно понять древнеиндийское общество. И для того, чтобы понять эту структуру, социальную структуру Древней Индии, основанную на кастовой системе,
И если мы лучше поймем кастовую систему, то как кастовая система обеспечила структуру древнеиндийского общества, мы сможем понять, почему буддийские учения так широко распространились и имели такое большое влияние. То, что мы называем касты, рик на тибетском, как возникли касты, какова историческая история возникновения каст. То, что касается географии, как я уже об этом говорил, на протяжении более 1000 лет у Индии было очень мало контакта с другими странами. Причина этого в том, что с 3 сторон Индия окружена океаном, морем, и в то время не было хороших кораблей, и люди не могли так далеко плавать по морю. С другой стороны, оставшись с 4 стороны, Индия защищена горами, поэтому есть очень мало путей связи Индии с другими странами. И на протяжении очень долгого времени индийская цивилизация имела очень мало контакта с другими цивилизациями. И такое положение вещей имеет свои преимущества и недостатки. Если взглянуть на это с точки зрения преимущества, то земля Индии очень плодородна. И несмотря на то, что это очень плодородная земля, которая является лакомым кусочком для многих завоевателей, очень долгое время Индия не подвергалась каким-то очень большим нападениям, вторжениям, и в результате этих годов мира, благополучия смогла развиться индийская цивилизация. Благодаря этому у них была возможность подумать о философии, о культуре. Если людям нечего есть, то нет времени для того, чтобы размышлять о философии. Для того, чтобы философия развилась, необходимо, чтобы был мир и процветание в обществе. Когда в обществе мир и процветание, люди могут расслабиться и задуматься о философских вопросах. И тот факт, что в Индии культура и философия достигла такого высокого развития, свидетельствует о том, что общий уровень жизни был в Индии высоким. Если мы взглянем на негативные аспекты, по мере того, как развилась культура, то начали возникать определенные правила, принуждения и ограничения свободы людей. И для того, чтобы понять, что такое каста, нужно обратиться к санскритскому слову. На санскрите то, что мы называем кастой, называется варна. И изначальное значение слова варна, конечно, это затем поменялось, но изначальное значение слова варна — это цвет. К примеру, красный цвет. Для обозначения этого мы будем использовать санскритское слово варна. Причина этого в том, что в то время светлокожие арии пришли в землю, населенными темнокожими местными племенами в Индии.
Поскольку цвет и кожа отличался, они стали различать людей, основываясь на цвете их кожи. Одни считали светлокожими, другие темнокожими. И поэтому они стали употреблять это слово «цвет» варна для того, чтобы различать людей. А кто использовал это слово? Арии использовали его. Сами местные они не называли себя «я темнокожий». Это арии начали отделять себя от побежденных. Арии были победителями, и они начали употреблять это слово для обозначения побежденных темнокожих местных. И так возникло слово «варна», что означает в современном переводе «каста». То есть изначально оно использовалось для того, чтобы различать ариев и не ариев. Затем со временем возникло много различных объяснений, однако изначально это было изначальное значение. Современные ученые говорят, что здесь речь идет не о цвете кожи, а о том, что мир разделяется на разные цвета, что мы, арии, принадлежим к светлого мира, тогда как местные люди, они принадлежат к темному миру. Они варвары, которые живут в неведении, темноте, а мы люди света. Именно такое значение арии вкладывали в варну. И это то, как это объясняют некоторые ученые. Поскольку мы затронули тему ариев, нам нужно немножко углубиться в эту тему. Итак, давайте вспомним, откуда пришли арии. Говорится, что арии пришли из Центральной Азии. И когда они пришли в Индию, это не было одно великое переселение народов. Они попадали в Индию отдельными племенами. И это не было похоже на одно большое переселение, которое случилось одновременно. И когда эти племена пришли в Индию, это не была одна монолитная этническая группа. К примеру, когда мы, тибетцы, обозначаем всех иностранцев, мы говорим иностранцы, чигьялгими. Однако, на самом деле, в эту категорию иностранцев включено очень много различных людей. Американцы, немцы и так далее. Но мы называем их, они извне, чигьял, кто пришли извне, со стороны. Однако являются ли все иностранцы одной этнической группой? Нет. Это различные этнические группы. Точно так же и арии не были одной этнической группой. Это понятие ариев, категория ариев объединяло много различных этнических групп. То есть все эти группы были объединены и носили общее собирательное название арии. И если вы спросите, какие же группы были включены в эту категорию ариев, то у ученых есть что сказать на эту тему, но мы не будем касаться этого сейчас. Вместо этого мы поговорим о кастах. То если мы хотим сравнить касты с этническими группами, то эти две понятия очень отличаются. Нам следует понимать это различие. Очень важно не смешивать касты с этническими группами. Почему? Потому что сами арии не являются единой этнической группой. Точно так же
различие между брахманами и кшатриями не делалось на основе их этнической принадлежности. Как же люди были разделены на брахманов и кшатриев? Я уже объяснял это, что в поздний ведический период арии разделились в соответствии со своей видом своей активности, то есть в соответствии с тем типом деятельности, который они исполняли. Те, кто делал подношения, ритуалы, это брахманы, правители, воины, это кшатрии, а те, кто осуществлял фермерскую работу, ремесленническую работу и торговлю, это все было названо вайшями, а все остальные были названы шудрами. И все остальные это были не арии. И эти не арии, шудры, они считались низшими на протяжении всей своей жизни. И в целом мы говорим, что с того времени, когда впервые возникли Веды, был конфликт между ариями и не ариями, что с тех пор, когда арии пришли в Индию, они вступили в конфликт с местными племенами, которые там уже жили. И в конце концов, что в результате произошло всех этих конфликтов, что арии победили всех и обрели могущество. Однако, изначально имена каст, названия каст, брахманы, кшатри, вайши, появились имена каст, но правила и различия между кастами не были такими ясными. Когда эти различия стали очень четкими в конце ведического периода, различие между кастами стало очень отчетливо видно. Итак, сейчас я расскажу о брахмане. Первый — это брахман. Итак, поскольку на экране первым появился брахман, первым я буду говорить о брахманах. Брахманы были священниками. Это те, кто осуществлял все ритуалы. И, как я уже говорил, сначала не было особых людей, которые делали ритуалы. Все могли делать ритуалы. Однако постепенно выделилась особая группа людей, которые делали ритуалы. И эти люди учили своих сыновей, как их делать. И в результате так сложилась каста брахманов. И в конце ведического периода, в поздневедический период, ритуалы стали более сложными, усложненными. И в особенности в поздний ведический период правители, цари стали очень богатыми, и они поэтому проводили очень изощренные, дорогие ритуалы. И они делали это не раз и не два. Они постоянно проводили очень сложные ритуалы. К примеру, один царь мог на протяжении месяца делать особые сложные ритуалы. И для этого нужны были особые люди. И поскольку эти ритуалы были такими сложными и изощренными, их не мог делать кто угодно. Так появилось понятие священника, кто знал, как проводить ритуалы, кто умел этого делать. И со временем эти священники стали очень важными.
и они стали более важными, чем обычные люди, и также высшими за обычные люди. И так и люди стали также относиться к ним как к кому-то особенному, тому, кто выше них. Люди говорили: мы не умеем проводить эти сложные ритуалы, поэтому пусть вся эта ответственность за эти сложные ритуалы ляжет на брахмана. И к этому были прибавлены различные мифы, объяснения, например, история о том, что брахманы появились из головы Бога, Творца и так далее. То есть ко всему этому было добавлено немножко мифологии, немножко истории. И в результате был создан такой образ касты брахманов, которая является такой высокой и очень важной. И постепенно брахманы сосредоточили в своих руках всю религиозную власть. И если нужно было сделать какой-то ритуал, именно брахманы делали его, и таким образом они обладали всей властью над религиозной жизнью. И поскольку ритуалы считались связующим звеном между людьми и богами, а именно брахманы проводили эти ритуалы, то брахманы обрели эту роль как связующего звена между людьми и богами. Похоже на то, как если мы хотим с кем-то связаться, мы используем телефон. А этот телефон для связи с богами был именно в руках брахманов. Он не был у обычных людей, его не было у обычных людей. И так брахманы начали почитаться как живые боги. Это похоже с тем, как в Тибете ламы и tulku перерожденцы считаются живыми Буддами. Похоже на это, брахманы почитались как живые боги. Среди всей коллекции брахман есть одна брахмана под названием Шаттапата. Мне говорится, что есть два типа богов. Есть представители богов и, собственно, боги. Как Шаттапат. Итак, в этом тексте Шаттапатта говорится о том, что есть два типа богов. Один — это истинные боги, настоящие боги, а также те, кто делает подношения богам, они являются человеческими богами. То есть, таким образом, в этой Шаттапатте говорится, что брахманы — это человеческие боги. В другом тексте брахман под названием Манусмрити, памятование Ману, говорится о том, что независимо от того, являются ли брахманы знающими, образованными или нет, брахманы — это великие боги. То есть такое отношение к брахману постепенно сложилось, и было много требований к брахманам. И главным среди них это то, что у брахмана должен был быть хороший голос, они должны хорошо выглядеть, быть привлекательным. Например, брахман, тот, кто проводил ритуалы, он не мог быть кем-то горбатым и скрюченным, должен быть привлекательный человек. И, кроме того, это не мог быть очень молодой человек, то есть у него должен быть опыт жизни, и также у него должно быть благое поведение и образование. То есть не так уж легко быть брахманом. К брахманам есть много требований, и брахманы должны соблюдать много различных правил.
И не было ж так легко исполнять роль брахмана. Откуда происходит название этой касты брахманов? Я уже упоминал о том, что выделилось 4 категории священников, которые отвечали за различные стадии ритуала. И последняя из этих 4 групп называлась брахманы. И именно из этой 4-й категории священников и зародилось то, что со временем стало кастой брахманов. Однако это название брахман, оно связано с Брахмой, высшим Богом. И поэтому со временем это слово брахман стало наделяться другим значением, что брахман — это сын Брахмы. Это очень важный человек, поскольку он сын Брахмы. И это стало также называться не только сыном Брахмы, но живым Богом. Итак, следующая каста, по которой мы будем говорить, это каста кшатриев. На тибетском мы называем это гьялрик, царская каста. Но на санскрите они называются кшатри. И кшатрия не только означает правители, цари. Это и цари, и министры, управленцы, и военная элита. И причина, зачем нужна была каста кшатриев, поскольку у них были особые функции, которые требовали отдельного исполнения. Как я уже говорил, в ранний ведический период не было отдельной касты кшатрии. Однако были правители, те, кого называли царями, правителями. Был лидером, это тот, кто царь, правитель, это тот, кто был главным лидером, защитником клана либо племени. Это не был каким-то могущественным царем, он просто избранным лидером. Однако, когда арии переселились из Пенджаба в долину Ганга, их население возросло, и поскольку их население так сильно увеличилось, и обязанности защищать этих людей, управлять ими, все эти обязанности также возросли, и, соответственно, эти управленцы, правители, они выросли в своем статусе, их статус стал более высоким. Слово, санскритское слово кшатрия происходит от слова кшатра, что означает власть. Прежде всего, оно означает политическую власть. И кшатрии — это те, кто обладает властью. Это прежде всего цари, правители, солдаты, военные. И поэтому это те, у кого есть политическая власть, и тот, кто занимается военной деятельностью. И вследствие сочетания этих двух компонентов, это те, кто обладает большим могуществом. И по этой причине, поскольку они были такими влиятельными, им было разрешено изучать веды. То есть кшатрии также изучали веды, изучали санскрит и так далее. Третья каста — это вайшья. Вайшья означает обычные люди. Это фермеры, ремесленники, торговцы. Вот к нам пришел на картинку вайшья в желтых штанишках, юбочки. Итак, вайшьи, они занимались сельским трудом, ремесленничеством, а также они занимались торговлей. Откуда происходит слово вайшья? От корня виш, что означает люди,
подданные. Это то, что мы можем назвать обычные люди. Я в прошлый раз говорил о шудрах. Поэтому я не буду повторяться. Шудры просто считались слугами, рабами других 3 каст. Также их звали Экаджати, рожденные единожды, только 1 раз. И им было запрещено участвовать в религиозной жизни, практиковать ритуалы. И поскольку они были просто людьми, то есть у них не было духовной жизни, они были рожденные 1 раз. Все другие касты могли осуществлять религиозную деятельность. И прежде всего брахманы, поскольку они посвящали себе духовности, когда они приступали к духовной жизни, начинали духовную жизнь, они считались рожденными во 2 раз. Поэтому другое название брахмана — это дважды рожденные. Это довольно просто. Различия между кастами возникли вследствие разделения труда, разделения на различные виды деятельности. Однако в более поздних текстах происхождение каст описывается различным способом. Все это смешивается с мифами, легендами о том, как возникло различие между кастами. И в силу этого не совсем стало ясно, в конце концов, как возникли различия между кастами, поскольку происхождение каст были смешаны со столькими мифами и историями. Однако, если мы если мы взглянем на древние тексты, то в некоторых из них это очевидно, в некоторых совсем не ясно. К примеру, есть текст под названием Ваю Пурана. Это один из этих исторических текстов. В нем говорится, что изначально не было различия между кастами, между классами. Однако затем Бог Брахма разделил людей на касты. Из этого мы можем сделать вывод, что изначально каст не было, что касты возникли позже. Также в Махабхарате и Рамаяне содержится миф о том, как касты появились, как представители 4 каст появились из тела Брахмы. Брахманы из его головы, кшатри из его плеч и так далее. Однако это лишь определенный символизм. В этих текстах не говорится, каким образом на самом деле возникли касты. Что касается различия между кастами, то постоянно наблюдаются конфликты между каждым брахманов и кшатриев. И я уже вам рассказывал о 2 мудрецах по имени Вишвамитра и Вашишта. Между этими 2 мудрецами было очень много дебатов и диспутов. А причина, по которым они так много спорили, поскольку один из них был брахманом, а другой кшатрием. Это одно из объяснений, которое дается. Не все объясняют этот конфликт принадлежностью к различным кастам. И причина, по которой развился этот конфликт между брахманами и кшатриями, сводился к тому, что брахманы ставили себя в более высокое положение, чем кшатрии. Но у кшатриев была
высшая политическая власть. Поэтому, по сути, что они делали? Они боролись за власть. И между ними было очень много конфликтов. И сейчас давайте подведем итог того, чем является брахманический период. Так, сейчас я хочу подвести итог. Брахманическому периоду нам нужно завершить все это, не так ли? Итак, вкратце. Когда мы говорим о брахманическом периоде, либо поздневедическом периоде, то это тот период, когда сформировали сама основу всех форм брахманической цивилизации. В этот период были созданы большие города, царские дворцы, очень развитая урбанистическая архитектура. Сельское хозяйство улучшилось. Существовала система налогов, то есть фермеры платили часть своих урожаев правителю. Также была система правосудия и управления. Были управленцы, а также то, что мы можем сравнить с современной полицией. И, в общем, люди уважали законы, уважали ту силу, которую исполняли полицейские функции. Однако правосудие того времени было весьма жестоким. К примеру, как судья определял, виновен ли обвиняемый или нет. К примеру, они брали раскаленное железо и заставляли обвиняемого прикоснуться к этому горящему железу. Если человек не сгорал, то он был невиновен, а если сгорал, то считался виновным. То есть такая система. Если у них рука от этого сгорала, обугливалась, то он считался виновным. Кроме того, дворцы в то время были очень важными местами. Почему? Потому что они были такими центрами образования, искусства. Все образованные люди собирались в царском дворце для дискуссий. Кроме того, это именно то место, где находились царские священники, пурухиты, царские священники, в которых правители очень верили. Это считались очень образованные, знающие люди. И они также прилагали усилия к тому, чтобы взрастить уровень знания населения. И цари приглашали различных ученых с разных уголков Индии, проводили что-то похожее на конференции, например, о проведении ритуалов, а также по философским вопросам, к примеру, что происходит после смерти, куда человек отправляется после смерти и так далее. То есть были такие философские дискуссии на эту тему, и все это проходило в царском дворце. Кроме того, у этих священников, которые занимались ритуалами, жертвоприношениями, у них были свои
собственные школы. И эти школы часто были организованы в их домах, то есть это туда, куда дети брахманов отправляли учиться. Кроме того, была категория брахманов, которые жили в одиночестве в лесу, и к ним также приходили ученики. И все это способствовало развитию философского воззрения. Эти философы, они учили учеников, они передавали ученикам эти новые идеи, а также записывали их, создавая философские трактаты. И так, в сравнении с ранним брахманическим периодом, в поздний брахманический период был расцвет изучения, расцвет культуры. И также различия между разделением труда стали более явными. Все знали, кто отвечает за какой вид деятельности. И в результате цивилизация процветала. Это было очень благоприятное время. И брахманы, кшатрии и ваши, они все имели право получить образование. И говорится, что в то время у женщин также было много прав. Если умирал глава семьи, женщина могла получить наследство, дом и все финансы. И также женщины имели право принимать в ритуалах, они могли посещать собрания, они могли публично выступать. Кроме того, было много женщин, которые были учителями, политиками и занимались управленческой работой. И похоже, что у женщин было очень много свобод. Возможно, не такой уровень свободы, какой они обладают сейчас на Западе, однако это было довольно свободное состояние для женщин. Это отличалось от тех культур, где женщине запрещается что-либо. Также в то время сформировались различия между 4 кастами. Однако в то время еще не было такого большого пренебрежения к низшим кастам. Затем, со временем, касты стали все более и более ограничивающими, и стало все больше и больше ограничения прав низших каст в сравнении с высшими. Однако в этот период этого еще не наблюдалось. Итак, это все, о чем я хотела рассказать сегодня. Давайте посвятим заслугу.